после распада Советского Союза Ислам Абдуганевич стал президентом Республики Узбекистан. Он сам выходец из города Самарканда. Не зря его памятник здесь, и могила тоже вот чуть правее напротив нас. Может, сейчас пойдем. Вот. Номатон чибут. Эльмира мана духтараки хело зибо. Вот девушка, ее зовут Эльмира, она из Узбекистана, с города Самарканда. Сейчас нам покажет, где находится могила первого президента. Вот, он был бессменным президентом со дня обретения Узбекистаном независимости, после распада Советского Союза, сами помните, 91 года. Узбекистан, кстати, обрел независимость в 91 году, так же, как и Таджикистан. Узбекистан, по-моему, 3 сентября, да, а Таджикистан 9 сентября. Отношения с Узбекистаном не совсем складывались, причем все эти 27 лет, если не ошибаюсь, его правления. Причины были разные, и одна из таких последних причин – это строительство самой высокой плотины в мире, которая строится сейчас в Таджикистане, Рагунская гидроэлектростанция. То есть Узбекистан выступал против строительства, но Таджикистан все-таки строил, и уже второй агрегат был запущен, еще 4 агрегата осталось. В целом Таджикистан строит и достроит этот объект. Вот. Но после прихода к власти в результате выборов второго президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзияева, отношения не только, я бы сказал, с Таджикистаном, отношения Республики Узбекистан не только с Таджикистаном, но и со всеми странами региона, а их, знаете, 5, вот со всеми 4 соседями своими Шавкат Мирамонович Мирзияев наладил отношения, построил очень взаимовыгодные, равные отношения. И если вы знаете и помните, дороги, граница, все было закрыто с Таджикистаном и со всеми республиками. Но вот после прихода нового президента сейчас в любое время вы можете приехать в Самарканд, ехать в Бухару. Или узбеки тоже могут ехать в Таджикистан и в другие республики. То есть все это взаимовыгодно. Так что сейчас лучше, я считаю. У нас гид. Ее зовут Эльмира, она из города Самарканда, да? Из города Самарканда, она здесь учится на преподавателя географии, то есть она хорошо понимает, о чем мы сейчас с вами говорим. Мы потихонечку подходили к главному базару города Самарканд. Этот базар называется Дехконсиёб, Бозори Дехконсиёб. Вот, на таджикском языке это будет Бозори Дехкон. Йохи Дехконсиёб. Ничего? Да, но не кушать. Иди, да, но хотим тем. Ахмад Рахмад. Тамам. Гором барорашна. Вот, это главный базар города Самарканда, ребята. Здесь наверняка продают все. Вот здесь вещи, которые видим. В целом базар выглядит вот так вот, чистенько, прохладненько. Видимо, летом еще прохладнее. То есть специальная такая конструкция базара. Вот, есть сухофрукты. Давайте поинтересуемся, сколько, допустим, стоит орех. Там час мака. Там чампулако. Чормат. 50,000 сомо. Так, узбеки. Значит, 50 самуни. Килограмм в ваших национальных валютах посчитайте. Ребята, сразу вам хочу сказать, вот это в городе Душанбе стоит 80 самони. Давайте поинтересуемся, сколько это стоит в Самарканде. Час места. Вау, 25 самоней. Это вообще бесплатно. Значит, у нас дорого. Несправедливо. Вот. Что еще? Давайте покажу вам, что тут.
сухофрукты. Вот, с этой стороны мы видим изюм. Ne kiloş çalışma to? Ona mi? Инами? Инчи какая зора? Вот это 45 самони стоит. Самый Давайте хороший. Самый хороший брат. Nağız ha? А инчи алsın место. Вай, навад какая зора? 95 самони. Ben arzon yaşat mı? Çantada. Хафтот. Фу, такая разница. Хорошо, ладно. Она за 75 самони можно брать. Так что базар выглядит вот так. Ну, он такой большой, как мы видим сейчас. Очень большой базар. Тут есть все. Забегая вперед, ребята, хочу сказать, что один лимон, одна штука в Душанбе стоит 2,5 самони. Давайте поинтересуемся, сколько стоит в Самарканде. Як донор чампур? Ду газов? Ну, примерно одна и та же цена, 2 самони. Don't touch me, please. I don't know. Окей. Вот, овощи, зелень, салаты. Здесь продают все. Я так понимаю, базар разделили на нескольких частей. Овощная часть, сухофрукты, продукты питания. Вот. Здесь мы видим рис. Давайте спросим, сколько стоит килограмм вот этого риса. 10 тысяч. Да, сомони, килош. В Таджикистане, ну, такая же цена и чуть дороже еще. Ага. А. Акаджал. Вот. Так, вы видите, ребята, здесь очень много народу. Вот. С собакой, велосипедом нельзя сюда входить. Идем к аллею президента Узбекистана Ислама Абдуловича Каримова. Здесь кладбище. Вот здесь, ребята. Вот, прочитали молитву. И сейчас потихонечку идем обратно в Регистан и дальше посмотрим, что у нас там будет. Вот. Здесь написано this. С этого места, ребята, вот так вот выглядит Самарканд. На таджикском языке, на персидском говорят «Онон кизи бахт подшоянд, акли куллу сояи худоянд».
И вот вы этот стих, двустишие, может быть, да? Если понимаете по-таджикски, персидски, вы должны себе разбирать и понять значение этого двустишия или этого стиха. На самом деле миллионы людей уходят из этого мира, лишь остаются личности навеки. Вот. Не зря на русском языке говорят, история мира – это биография великих людей. Вот, скорее всего, это подтверждение тому, что мы все это время говорили. Два слова об отличии Ташкента от Самарканда. Самарканд, ну, мы сразу понимаем, да, что это исторический город, город с очень большой историей, с великими личностями, со многими именами известными по всему миру. Вот, если вот так начать можно. Ташкент — это столица. Я там был в августе этого года, и там было очень жарко. 55 градусов. Вот. Сейчас ноябрь, и в Самарканде, несмотря на то, что ноябрь, вот видите, тепло, но вечером прохладно. Вот. Самарканд более такой спокойный город, очень приветливые такие. Вот, это, конечно, приятно. Вот, вообще Узбекистан как страна, она, если читали и знаете по географии, извините, бахшиш, ми бахшит. Если по географии вы читали, знаете, она окружена 4 другими республиками Центральной Азии. И, на мой взгляд, с точки зрения географии, геополитики, считается самой безопасной страной в Центральной Азии. Так что это страна в объятиях 4 других республик. Но в то же самое время она считается на английском языке landlocked country, говорят, закрытой страной. То есть не имеет выхода к морю. Вот. А территория страны чуть меньше, на примерно 40 тысяч квадратных километров, меньше Туркмении. Несмотря на то, что в Туркмении проживает 5 миллионов или около 6 миллионов населения, а в Узбекистане 35 миллионов, но, видите, территория Туркмении чуть больше, чем Узбекистан. Да? 35 миллионов и 5 миллионов. Вот, коль мы говорили о Туркмении, давайте я вам скажу 2 слова, что за страна. Это по запасам природного газа в мире Туркменистан занимает 4-е место. Это вон рядом с нами, Туркменистан. И считается закрытой страной. Президент Гурбангулы Бердимухамедов, если я не ошибаюсь, уже 13-й год там является президентом. Это характерно всем, кстати, странам Центральной Азии. Вот. Везде, повсюду туристы. Казахстан то же самое. Недавно президент Нурсултан Абишевич Назарбаев ушел в отставку. Большая страна и находится на севере Узбекистана. Самый ближайший город Узбекистану из казахских городов — это Шымкент и Алма-Ата, или Алматы говорим мы на русском языке. Таджикистан с востока граничит с Узбекистаном. Тоже там очень огромная территория, огромное пространство. Республика Узбекистан состоит из 12 вилаятов, то есть областей. Мы возвращались обратно к Регистану, но нам нужно будет идти дальше. Я бы не сказал, что в ноябре жениться, выйти замуж модно в Самарканде, но тем не менее мы видим много новых пар. И вот они приходят и на фоне Регистана фотографируются, запечатляют свои вот эти счастливые моменты. Регистан красив, Регистан красив. Смотрите, давайте еще раз посмотрим. Вау, архитектурный шедевр.
در سمرقند و بخارا و خوجند عاشق لفظ دری بسیار است. Памятник полководца Тамерлана, знаете, да? Была такая историческая личность. Вот. Он известен по всему миру. Вы можете об его походах, завоеваниях почитать в интернете, смотреть документальные фильмы. Их немало. В общем-то, человек-легенда, который завоевал почти половину планеты Земля. Вот здесь надпись «Самарканд», не хватает сердечки. جا در آمدن ممکنه یکو؟ بیلیت چند سال کجا میگیرم؟ اکثر میگیره این چند پول باشه؟ اکنون من از سمرقند خدا ارزان میکردی؟ شنبه شما که سمرقند رفته گیرم کسی؟ Мавзолей Амир Тимура, и туда, ну, конечно, снимать вообще запрещено. Помните, да, вот этот вот рассказ о том, что открыли в 41 году могилу Тамерлана, и началась Вторая мировая война. Вот этот есть вот такая история. К сожалению, все детали я не помню, но я несколько раз слышал, прочитал, что якобы там то ли он сам сказал, то ли кто-то там предупредил, что если вы откроете могилу Тамерлана, начнется очень страшная война. И согласно вот этой истории, открыли могилу Тамерлана, и началась Вторая мировая война, унесшая жизни около 60 миллионов людей. То есть нападение Германии на Советский Союз. И помните детально, подробно итоги Второй мировой войны. Вот, так что Тамерлан, его внук Улугбек, там еще было несколько, я, к сожалению, забыл. Вот они похоронены здесь. Билет стоит 25 тысяч туристам, а 1500 гражданам Узбекистана. То есть местным жителям 1500. Это полторы самони, а 25 самони туристам. Вот. А внутри снимать категорически запрещено. Так что имейте в виду достопримечательность города Самарканд. Приезжайте в Самарканд, не пожалеете. Город очень большой, с большой историей, с очень такой интересной историей. Сколько завоеваний было в истории Самарканда, их просто бесчисленное количество. Вот, сколько личностей тут, сколько легенд об этом городе, да, слышали или услышите рано или поздно. Я вот много знаю. Сколько достопримечательностей. Их очень много, их по всему Самарканду очень много. Я хотел поехать к мавзолею Имам Бухари. У меня мало времени, надо ехать в Бухару. Тоже другой город, очень такой тоже интересный, своеобразный. Вот. Но о Самарканде у меня самые яркие, хорошие впечатления. Правда, приехать в Самарканд, так тут надо остаться как минимум хотя бы 3 дня. Если неделю останетесь, это будет самое то. Вот. Цены недорогие, везде все доступно, транспорт, значит, отель, супермаркеты, базар, магазины, все рядом, все есть, в шаговой доступности. Вот. Я всегда любил Самарканд. Мы 11 лет учились в школе и всегда проходили. Так или иначе нам рассказывали о Самарканде, о Бухаре, о том, какое отношение все это имеет к нам, к таджикам, да, Таджикистану. Вот. Поэтому мы этими историями, этими уроками о Самарканде, о Бухаре выросли. Hello, Mr. President. How are you? Where are you from? Italy, but not the president, unfortunately. Oh, no. Так, это, ребята, парк
Алишера Наваи и Абдурахмоне Джоми. Так, вот, только мы зашли сюда с обратной стороны, то есть с задней части. Сейчас вам покажу памятники, где они и как выглядят. Они стоят вместе, вот, друг с другом. И сейчас подойдем, вам расскажу два слова, что за парк, кто такой Алишер Наваи и кто такой Абдурахмоне Джоми. Это парк имени Алишера Наваи Абдурахмоне Джоми в центре города Самарканд. Его иногда называют парком дружбы. То есть вот сейчас объясню почему. И кто такой Абдурахмоне Джоми и Алишер Наваи? Алишер Наваи считается основателем узбекской литературы. Это очень большой человек, был большим человеком своего времени. Вот. Много очень стихов хороших написал. Вот. А Абдурахмон Джоми его наставник. Алишер Наваи считается тюркским, узбекским поэтом, да? А Абдурахмон Джоми, он таджикско-персидский поэт, который родился в городе Герат, сегодняшний Афганистан. То есть он воспитывал Алишера Наваи, научил всему, что он сам умел, то есть Абдурахмоне Джоми. Поэтому это большие личности как в таджикской литературе, так и в узбекской. Вот справа от вас, вот он, Абдурахмоне Джоми, а слева Алишер Наваи. Это были очень хорошими, верными друзьями. Это вы видите портрет Абдурахмоне Джоми, таджикско-персидского поэта, который родился в 1414 году и умер в 1492 году. И вот на таджикском языке написано «Барои дуст джонат рофидокун, валекин дуст аз душман джудокун». То есть пожертвуй себя ради друга, но знай своего друга и своего врага. То есть нужно уметь отличать своего друга от врага. Здесь был президент Шавкат Мирзияев и наш президент, уважаемый Эмомали Рахмон. Вот они здесь вместе были. Можете в интернете посмотреть. Парк очень большой, красивый. Это я вам покажу свой хост. Вот. Если мы успеем, то сегодня поедем в Бухару. Если нет, то тогда завтра. Вот. Но лучше всего мне ехать сегодня, потому что есть еще у меня билет из Бухары в другую страну. Вот, поэтому нужно успеть. Тем не менее, так выглядят улицы Самарканда. Как я уже неоднократно говорил, вечером так прохладно, а днем тепло. Самарканд, он находится на высоте, на таком большом, что ли, холму. Вот. Самарканд очень приятный, он родной, он не чужой. Кстати говоря, если вы тоже заметили, в Узбекистане все надписи уже на латинице. Вот. А в Таджикистане все еще кириллица. И Кыргызстан тоже. Вот. Но все еще можно видеть кириллицу. Вот. Местами есть кириллица, но потихонечку она уйдет с алфавита Узбекистана полностью. Но они сделали так, пока два алфавита, чтобы люди привыкли потихонечку, чтобы сразу не переходить, а то население может остаться безграмотным, неграмотным. Вот, нужно адаптироваться и потихонечку переходить на латиницу. Так что Узбекистан переходит полностью на латиницу, как Туркменистан и Казахстан.
Вот. А что касается Таджикистана, мы все еще используем кириллицу, то есть русский алфавит. А вопрос о том, стоит ли нам тоже переходить, может, на фарси, на еще другой алфавит, у нас не стоит. Но были такие обсуждения, если вы смотрели в интернете, читаете статьи, такие обсуждения на уровне интернета были в Таджикистане. Хостел Амир Джон. Просто Амир, а? Да, просто. Амир. Хостели Амира Джурохо Дарнаш. Хайрос чегун мам махур шуд. Манази тоза. Нет? Чистенько. Комфортно, но было холодно ночью. Вот. По 6 человек в каждой комнате. Находится на улице Абдурахмана Джуми, города Самарканд. Мы сейчас на такси поедем на Мирзоу-Улугбек, а? Да. Мирзоу-Улугбек. Оттуда сядем на такси и поедем в Бухару. Так что если вы приедете в Самарканд и вам нужно будет добраться до Бухары, есть единственный путь. Сначала добраться до Улугбека, Мирзоу-Улугбек, потом есть такая станция, все его знают. Вот. И оттуда только потом поедете в Бухару. Стоимость до Бухары от Самарканда примерно, сейчас говорят, от 50 тысяч сомов. Так, мы добрались до станции, вот такой вот автостоянки города Самарканда. Эта стоянка называется Мирзоу-Улугбек. Вот, это единственный... Вот. Михаил. Вот, значит, вот отсюда вы поедете в город Бухара, Наваи, Карахалпакстан и так далее. На запад, да, на западную часть Узбекистана. Запомните станцию Мирзоу-Улугбек. Вот она. Вот, на таких машин до Бухары. Я договаривался за 50 тысяч сомов. Это 50 самони. В ваших национальных валютах посчитайте. На самом деле это очень дешево, потому что с меня спрашивали 100 тысяч. То есть 100 самоней вот отсюда до Бухары.